Якутия в мире. Мы рассказываем о якутянах, которые смогли расширить границы мира, живут и работают в разных странах и континентах, но не забывают о родных истоках. Добрый день, дорогие друзья! С вами очередной выпуск передачи «Якутия в мире». И сегодня у нас в гостях наша соотечественница из Франции Александра Дегтярева. Александра, добрый день! Спасибо большое, что согласились принять участие в нашей передаче. Можете, пожалуйста, рассказать немного о себе, чем вы занимаетесь и где вы живете? Здравствуйте, и спасибо, что пригласили на эту беседу. Меня зовут Дегтярева Александра, я родом из Усть-Алданского вуза, а выросла в городе Якутске. Окончила Якутскую городскую национальную гимназию в 2014 году, а затем в 2018 Северо-Восточный государственный университет, финансово-экономический институт по специальности финансовый менеджмент. Сейчас я живу и работаю во Франции и в Париже. Александра, что вам нравится больше всего в вашей работе? Я работаю во французской компании по управлению финансовыми активами в отделе дата-менеджмента. Если кратко, то моей основной задачей является обеспечение качественными данными базы, связанной с информацией о финансовых инструментах. Я все еще джуниор, ведь окончила магистратуру только в этом году и все еще на стадии изучения этой профессии. И то, что я нахожу интересным в ней, это слияние финансовой стороны и программирования, и с этим не соскучишься. А расскажите, как вы выбирали свою будущую профессию и где вы учились? Когда я подавалась на магистратуру во Франции, я выбирала те специальности, которые логически дополняли бы мой диплом бакалавриата. То есть идеи отойти в финансов у меня в принципе и не было. Так я поступила в Государственный университет Нантер вместе с Высшей школой банковского сектора по программе «Альтернанс», который позволил мне сразу начать профессиональную деятельность совместно с учебой. То есть я начала работать по специальности, будучи еще студентом, что в дальнейшем мне помогло, не скажу легко, но легче найти работу. Александра, можете поделиться историей, почему после стажировки в Южной Корее вы начали изучать французский язык? И какие рекомендации вы бы дали тем, кто изучает этот прекрасный язык? Да, я училась в бизнес-школе Солбридж в Южной Корее по обмену через СФУ, когда я была на 3-м курсе. И там у меня загорелось желание продолжить учебу за границей, но хотелось попробовать поехать уже в сторону Европы. И так как я могла поехать только своими силами, я выбрала ту страну, в которой еще в тот момент была возможна вышка бесплатно на государственном языке. Так я приехала сюда без знания языка и почти без каких-либо финансовых средств. Мне помогла программа Au Pair, по которой я жила в семье и помогала ухаживать за их детьми, и одновременно изучала язык, и за полгода мне удалось достаточно выучить французский, чтобы поступить в университет. Совет изучающим – это не бояться ошибок и как можно больше практиковать. Тем более, что для тех, кто умеет говорить на якутском, с произношением, точно не будет проблем, так как все звуки французского языка есть и у нас. А можете, пожалуйста, рассказать подробнее о Франции, какие есть плюсы и минусы в жизни и работе в этой стране? Во-первых, плюс это точно то, что зимой температура не понижается до минус 50. Еще в Париже много возможностей в профессиональном плане, думаю, как и в любом другом мегаполисе. Конечно же, красивая османская архитектура, говорится, увидеть Париж и умереть. А минусов, когда входишь в быт, довольно много, но самый значимый для жизни это, наверное, то, что очень сложно найти хорошего медицинского специалиста. У нас в стране ужесточаются меры по борьбе с пандемией. Хотелось бы узнать, как обстоят дела во Франции и как в целом изменилась Франция, жизнь во Франции и, в частности, ваша жизнь после начала пандемии. Поменялось, мне кажется, все. Ужасное время, как в экономическом плане на государственном уровне, так и на психологическом у каждого нормального человека. Мы просидели на карантине в общем счете около, наверное, года. Из 2 лет магистратуры 1,5 года я проучилась дома. В этом году еще с августа внедрили систему санитарных пропусков. Это эквивалент российскому сертификату, и без QR-кодов не впускают ни в какие общественные места, кроме торговых центров. А я жду, пока весь этот кошмар закончится. Я только начала работать. Хочется, конечно же, наконец свободно попутешествовать и просто наслаждаться молодостью. Александра, желаем вам крепкого здоровья и успехов в жизни и в работе. Спасибо большое, что приняли участие в нашей передаче. Спасибо большое, и вам пожелаю крепкого здоровья, ведь это самое главное.
Еще раз благодарю за ваш интерес и за этот опыт. А слушателям хотелось бы пожелать в этот период быть сильнее духом. Дорогие друзья, я напомню, что у нас в гостях была якутянка из Франции Александра Дегтярева. А для вас сегодня работали Екатерина Голикова и я, Савина Данилова. Берегите себя и друг друга. До новых встреч! Якутия – это земля, которая навсегда оставляет в жизни и памяти людей свой неизгладимый след, особые чувства. Для кого-то это повод для гордости, что этот край навсегда остался в их сердце родиной. Другим, что они смогли прикоснуться к его истории, самобытности и красоте. Желаем героям нашей передачи добрых дорог, которые приведут их к успеху, энергии, оптимизма и счастья. I